Сегодня лекторий «Пифагоровы штаны» собирает всех желающих. Время узнать, что приготовили в третьем сезоне и чем он отличается от предыдущих. Открытый лекторий зародился в 2015 году. Здесь ораторы делятся накопленными знаниями с окружающими. Мы сильно повзрослели. У нас с предыдущего сезона прошло полгода. У нас более авторитетные лекторы. Также, плюс ко всему, у нас же год экологии, поэтому мы решили совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, что венцом, одним из главных ключей наших лекториев, то есть встреч до конца Нового года, будет тема экологии. Первый лектор Маргарита Козырева. Ее тема – «Осадить Вэй, чтобы спасти Джао». На встрече она рассказала о еде, культуре, образовании и менталитете Китая. Маргарите удалось там пожить и выучить китайский язык. Сейчас она преподает его в Сыктывкаре. Еще в 11 классе я решила, что буду изучать какой-нибудь восточный язык. И больше всего меня привлек именно Китай, поскольку это древнейшая цивилизация и богатейшая история. И вот я решила поступить на востоковедение. То есть это не только китайский язык, это и история и культура Китая. Выступающий Виктор Вайкум рассказал о выдающихся личностях, возникновении плюрализма и принципах свободы совести. Эта лекция вызвала много вопросов у посетителей и развернулась дискуссия. Мне интересно развитие, будущее нашей страны, как она будет устроена, и свобода совести – это один из тех институтов, который очень сильно ускоряет технологическое и культурное развитие. Третий лектор Егор Дробышев рассказал о проблемах и мифах экологии в России, показал кадры с процесса работ и наглядно представил природное состояние Республики Коми. Тут можно послушать других людей, новые какие-то мысли узнать для себя, вообще почерпнуть что-то новое, о мире узнать побольше. Вот про Китай было очень интересно послушать, про средневековую Европу, где еще в одном месте, такие услышишь разные темы. Виктория Лихачева, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.